Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Откровение судьбы. Что вас ждет? Что ждет вас в будущем? Что ждет вас в жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Боже, какая красота! Даже не знаю, с чего начать, просто глаза разбегаются. Каждый рисунок прям как на подбор. Ну, давайте начнем с этой птицы Феникс. Она у вас вышла в корне рисунка, и она у вас вышла в своем самом лучшем виде. То есть птица, которая стремится вверх, у нее расправлены крылья, и крылья тоже смотрят вверх. Смотрите, и голова смотрит вверх, и крылья смотрят вверх. То есть птица взлетает. Это очень крутой знак. Это знак того, что ваша жизнь и вы, и все в вашей жизни преобразится. Как будто бы из пепла восстанет. Сейчас, я так понимаю, прям пусто-пусто в жизни. Видите, тут пустота прям вышла. Вижу тут рыбка, за которой вы гоняетесь. Ну, я так понимаю, ресурсы, да? Ресурсы, чтобы не просто жить, а выживать, да? Кому-то прям совсем не хватает ни на что. И вы всю свою жизнь положили на то, чтобы хоть какие-то ресурсы добывать и хоть как-то жить, да? Хоть как-то существовать. Вот это время пустоты, вот этой бесконечной гонки за ресурсами, за выживанием, оно уйдет. По птице Феникс идет преображение, идет возрождение. Сейчас вы словно бы в ночи, такую глухую темную ночь, когда не светят звезды, когда не светит луна, да, вы как на ощупь по жизни идете. Это время уйдет. Наступит новый день, взойдет солнце. Будет светлый, яркий день вашей жизни. Это будет, к этому вы идете. В это сложно поверить. Да, тем более в сегодняшней ситуации, но это точно будет. Ведь именно это ваша судьба. И здесь я вижу также и другие рисунки, которые говорят приблизительно о том же. Мои хорошие, верьте в себя, верьте в свое будущее. Вам просто на роду написано с чистого листа начать свою жизнь. Причем с белого, чистого, красивого листа. По-новому, так как раньше вы не жили. Жить в достатке, в радости, в роскоши, в любви. У каждого по-своему отыграется. Но то, что будет лучше, чем было, это 100%. 100%. Эта птица про это говорит. Птица Феникс. Так, с этой стороны. С этой стороны нам четко показали заблокированность каких-то отношений, взаимоотношений. Будь то личная жизнь, будь то дружеские связи, будь то какие-то, может быть, даже деловые связи. Здесь что-то прям заблокировано. Заблокировано. Ну, люди могли расстаться, люди могли разругаться, люди могли рассориться. Людей вообще жизнь могла раскидать по разным, не знаю, уголкам мира. Вот. И блок, он уйдет. Уйдет, причем благодаря не вам, а тому, с кем вы расстались. То есть этот человек будет прилагать какие-то просто колоссальные усилия на то, чтобы помириться, на то, чтобы быть с вами рядом, жить с вами рядом, постоянно вас видеть, да, любить вас, ухаживать за вами, делать вас счастливой, либо вместе с вами сотрудничать. То есть не вы, но другой человек это будет делать. И добьется этого, 100% добьется. Здесь разъединенные люди, да, они снова вместе, они снова сходятся. И тот человек, который этого добьется, он будет очень вами дорожить. Ну просто будет с вас пылиночки сдувать. Понимаете, какой уровень отношений вас ждет в будущем? Шикарно, просто шикарно. Так, с левой стороны. С левой стороны здесь нам показали сосуд, который опрокинулся. И из него прям льется вода. Но обычно такими сосудами показывают здоровье людей. Здоровье, да? Скорее всего, у вас сейчас есть проблемы с этим. Либо какое-то конкретное заболевание, либо, возможно, как общее состояние здоровья, да? Когда все время что-то происходит. Вы из болячек не вылазите.
у вас упадок сил, у вас нет энергии, вам ничего не хочется, постоянная вот, не знаю, головная боль, там, тошнота, может быть, головокружение, да, человек прям вообще слабенький, никаких желаний не происходит. Этот вот ваш сосуд жизни, вашего здоровья, опрокинула ногой какая-то женщина. Женщина, знаете, как будто бы играючи это сделала. Вот она не думала о последствиях, не думала, но она это сделала. Но у одних отыграется, что это было воздействие именно магического характера, да, когда именно поделали на вас. А у других отыграется, что женщина, которая вмешалась в вашу жизнь, разбила ваше счастье. Знаете, как отобрала у вас что-то, кого-то отобрала. Да, вот как-то поступила очень-очень плохо, нарушив все правила и законы. Но смотрите, толкнув ваш сосуд жизни, она его не смогла опрокинуть. То есть да, он накренился, да, он проливается, но он не упал, он не разбился, и все содержимое не вытекло. И смотрите, что еще. По левой стороне сейчас какая-то часть выливается, но остальное все сохраняется. То есть она своей цели, вот задуманной цели, там, уничтожить вас, довести вас, там, полностью вас лишить всего, она этого не добилась и никогда не добьется. Верьте в себя, мои хорошие. Смотрите, сосуд этот не упал и не разбился. Значит, что можно его выровнять и полностью наполнить. То есть еще будет возможность поправить свое здоровье, улучшить свою жизнь, принести радость и праздник в свою жизнь, вернуть то, что пролилось, да, по вине этой женщины. Вернуть, просто вот вернуть обратно, да, долить обратно. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайтесь, боритесь за себя и за свое здоровье. Что касается этой женщины, здесь какая-то очень острая ситуация ее ждет. И вообще она мне вышла очень такой худой и тонкой. Так обычно показывают людей в недобром здравии и людей, у кого серьезные проблемы по жизни. Да, у нас это вышло в зоне ближайшего будущего, то есть в ближайшем будущем ваша обидчица женщина очень жестко расплатится. Очень жестко. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но то, что расплата ее настигнет, это точно. Смотрите, она стоит и руки вверх подняла. Типа, я сдаюсь, да? Руки вверх, я сдаюсь. Вот в таком положении она стоит. И смотрите, когда это произойдет, здесь идет выравнивание этих весов. Сейчас, грубо говоря, вы в проигрыше, а она в выигрыше. Когда это произойдет, будет выравнивание, а потом пойдет обратный процесс. То есть она будет проигрывать, а вы будете выигрывать. То есть ваше здоровье поправится, а вот ее ждут большие-большие беды. Самое страшное не случилось. Она хотела для вас страшного. Этого не произошло. Вот этим своим действием эта женщина накликала на себя очень большую беду. На себя и на свой род. То есть здесь пострадает не только она, но и те, кто от нее. То есть это могут быть ее родители, это могут быть ее дети, внуки. Да? Кто от нее, с ней по крови связан. Но, видите, каждому свое. Знаете, люди так творят зло, а потом удивляются, да, откуда беды, почему дети болеют, почему там хорошим людям, грубо говоря, не везет. А потому что в семье есть один урод, от которого все беды и идут. Вот. В любом случае справедливость будет восстановлена, и та, кто вас обидел, та, кто причинил вам ущерб, вам, вашему здоровью, вашей психике, она за это расплатится. Поплатится, расплатится и мало не покажется. А к вам ваше здоровье, ваши силы, они еще вернутся, 100%. Не вернутся. Здесь как закон сохранения энергии, да, где-то убыло, где-то прибыло. Но он же играет и туда, понимаете? Сейчас она вашим попользовалась. Придет время, все восстановится, потом вы ею попользуетесь, либо ее какими-то ресурсами. Все будет, мои хорошие. Здесь все будет по справедливости. Так, правая сторона. В правой стороне у меня кольцо вышло. Кольцо, причем кольцо обручальное, а это замечательно. Кто тут уже не верит в счастливое замужество, в счастливый брак? По такому красивому колечку вы точно будете в браке.
кто-то замуж выйдет, а кто-то женится, да, потому что мужчины тоже меня смотрят. Очень хорошее колечко, причем колечко, видите, оно еще в сердечке находится. То есть по большой любви, большое счастье вас ждет, да, счастье в личной жизни. Все будет, и все будет просто шикарно. Так, идем дальше. Смотрите, здесь развилочка вам выходит в правой стороне. Развилочка, но она опять же вышечкой выходит. Куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занялись и что бы вы ни делали в будущем, вы все равно придете к своей победе. Не бойтесь выбирать. Не бойтесь самого этого выбора. Да? Многие люди просто цепенеют, когда им нужно сделать выбор. Не бойтесь этого. Выбирайте то, к чему лежит ваше сердце, либо то, что вам нравится. Вы все равно придете к своей победе. 100%. Так, дороги. Дороги, причем дороги такие, знаете, ну, подъемы и спады, подъемы и спады. Вы сильный человек, очень сильный человек и очень выносливый человек. Те дороги, которые вам даются, жизненные дороги, они все вам по плечу. Не бойтесь, когда что-то не получается. Ведь каждый новый опыт, который вы приобретаете, ведет вас еще к большему успеху. Ну, такой вот вы человечек. Да? Вы через неудачи эмпирическим путем добиваетесь успеха. То есть вам нужно попробовать, прицениться, присмотреться. Потом вы понимаете, что нужно делать, как нужно делать. Вас неудачи, наоборот, как бы закаляют, делают вас сильнее и выносливее. Поэтому, мои хорошие, бояться вам нечего. Да, жизнь она такая, полоса черная, полоса белая. Ну, это нормально, это естественно. А представьте, все идеально. Но это же скучно, правильно? Скучно. Это все приедается, присыщается. А дальше что? У вас интересная жизнь. Есть ситуация проблемная. Вы берете ее, решаете, становитесь мудрее, умнее, опытнее. Потом дальше вам легче. Жизнь у вас такая вот волнистая. Она ведь не просто так. Обретая вот этот бесценный опыт, вы потом будете этим опытом делиться. А кто-то на этом даже карьеру сделает. Понимаете? Карьеру. Да, вы будете других людей учить, как им обойти сложные моменты, как им избежать каких-то проблем в жизни. Кто-то еще и денег много на этом заработает. И это тоже замечательно. Просто замечательно. Такой сложный путь прошли. Но это все вам во благо, это все вам засчитается, это все вам большим-большим плюсом ложится на карму. Просто прекрасно. Так, смотрите, очень крутой знак. Видите, здесь у вас грифон. Это мифическое животное с головой орла и телом льва. У вас он прорисовался, но у вас он очень-очень худенький и крылышко очень-очень тоненькое. А это говорит о том, что у вас есть просто шикарные, неимоверные задатки человека, которому подвластно все. В классическом значении грифон означает могущество, власть, богатство, да, жизнь, наполненная всеми благами и ресурсами. Если вы любите историю, например, да, вы могли на гербах разных там династий видеть именно грифона. Это очень шикарный знак. Он у вас именно слева вышел. То есть это то, чего вы о себе не то чтобы не знаете, не подозреваете, вы в это не верите, что у вас есть такие задатки. Смотрите, этого грифона здесь какой-то человечек кормит, то есть помогает этому грифону набраться сил, отрастить шикарные крылья и парить между небом и землей. Очень крутой знак. Смотрите, либо это отыграется человек, который в вашей жизни уже есть и будет вас всячески поддерживать, чтобы вы всего и сразу добились, либо это новый человек, который придет в вашу жизнь для того, чтобы вам помочь, да, стать вот таким вот грифоном. Чудесный знак для чудесных людей. И я убеждена, что этот грифон, он станет на крыло, что он обретет свою силу. И вы, мои хорошие зрители, кем бы вы ни были, мужчины, женщины, вы станете и могущественными, и богатыми, и здоровыми, и счастливыми, и самыми благополучными людьми. Это будет, потому что вышел грифон, смотрит вправо, в вашу сторону смотрит. И будет тот,
кто будет вас во всем поддерживать и вам помогать раскрывать в себе весь ваш потенциал. Понимаете? Весь. Абсолютно от начала и до конца. Так, дальше идем. Здесь буква «Д», и она вам идет прям в руки. У одних отыграется, что это человек на букву «Д», а у других отыграется в прямом смысле слова дары. Дары, которые вы будете получать от Вселенной, от высших сил, от мироздания. Здесь огромная буква «Д». Мало того, смотрите, видите, с одной ножки «Д» сходят корни, то есть она еще и укоренится, то есть это будет на постоянной основе. Либо человек на букву «Д», может быть, это тот, кто вам будет помогать, да, будет постоянно рядом с вами, укорениться в вашей жизни. Отличный знак, просто замечательный. Прекрасный лебедь и маленький, как птенец, да, птенец. Здесь вам четко указывают на то, что вы в жизни будете счастливы. И ваше потомство, ваши дети, ваш ребенок тоже будет очень счастлив. Счастлив, когда вырастет, так же, как и вы, превратится в прекрасного лебедя. Может быть, у вас сейчас есть проблемы с вашими детьми, с вашим потомством. Не переживайте, не переживайте, это все временно. Знаете, вот эта история про гадкого утенка, который превратился в прекрасного лебедя. Это очень похоже на то, что я вижу перед собой. Поэтому, мои хорошие, вы обязательно будете счастливы. И ваши дети тоже будут обязательно счастливы. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Да, вы должны были быть изначально очень счастливым человеком, если бы не вот эта вот женщина. Да? Назовем ее мягко женщина. Вот если бы она не опрокинула ваш сосуд жизни, вы бы уже давным-давно и лебедем стали, и вот этим грифоном. Но из-за ее козней, вы знаете, в какой-то момент что-то пошло не туда, не так. Как оборвалась ваша связь с вашей дорогой жизни. Но, тем не менее, то, что на роду написано, все равно исполнится. Она сбила вас с правильного пути, но не выбила жизненной колеи. Теперь все восстанавливается, все становится на круги своя. Мои хорошие, то, что я вижу, я за это молиться буду, потому что такой жизни, такого будущего, просто достоин каждый хороший человек. Все мои зрители, за некоторым исключением, просто самые лучшие, самые прекрасные люди, которые натерпелись не по своей вине, не по своей воле. Вот так пришлось, так пришлось. За это все вам будет скомпенсировано. Поэтому, мои хорошие, будущее просто замечательное. Да, сейчас нелегко, но вот она здесь, справедливость восстановится. И дальше, знаете, как по накатанной, весело, бодренько идем в новую, счастливую, обеспеченную, богатую, достойную жизнь. Вот, достойную. Вы достойны всего самого лучшего, и вы это точно получите. Не надо мне в комментариях писать, что я там слишком сладко вам стелю. Это не так. Вы сами видите эти знаки. Видите? Смотрите. Птица Феникс. Вот он грифон. Вот они, эти два лебедя, один большой, другой маленький. Вот он, ваш сосуд жизни, который накренился, переливается, но он не упал, он не разбился. И здесь, смотрите, восстановление, вот Кантор вышел, да, восстановление справедливости. Это все здесь в знаках, в знаках. Я ничего ниоткуда не беру. Есть знаки, есть классическое прочтение этих знаков, и я вам это передаю. Если вы зашли на эту отсылку, поверьте, это ваше будущее. Вам предначертано счастье, счастье. Понимаете, быть счастливым человеком. Причем абсолютно во всем, целиком и полностью. Мои хорошие, берегите себя. Знайте, что справедливость все равно будет восстановлена. И вы свою награду, свою настоящую, истинную, да, жизнь, которая вам на роду написана, вы ее обязательно обретете. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.